Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я для вас прочитаю сказку Сергея Козлова «Осенние корабли». Летели листья, гудел ветер, была в лесу осень. Ежик вышел из своего домика с коромыслом через плечо и пошел к роднику. Вода в роднике была синяя, холодная и блестела, как зеркало. Ежик сел на берегу и поглядел в воду. Из воды на ежика глянул грустный ежик и сказал: «Ежик, ежик, ты зачем пришел?» «За водой», — сказал ежик, который сидел на берегу. «А зачем тебе вода?» «Море сделаю». «А зачем тебе море?» «Будет у меня дома свое море. Проснусь, а оно шумит. Засыпать буду, а оно шевелится». «А где твои корабли?» «Какие корабли? Как же? По морю обязательно должны плавать корабли». «Верно», — подумал ежик, который сидел на берегу. «Про корабли я и забыл». Он встал, набрал воды, нацепил ведра на коромысло и пошел домой. Осенний лес шумел по-осеннему, елки стояли хмурые, с деревьев сыпались листья. «Белка!» — крикнул ежик, увидев белку. «Где мне взять корабли?» «Какие корабли?» – спросила белка. «Понимаешь, скоро зима, а я один на один. Скучно мне». «Всем скучно», – сказала белка. «На то и зима. Чем ты лучше других?» «Я...» «Возьми нитку», – перебила его белка, – «и иголку. Как проснешься, взевай нитку в иголку и выдергивай, так и день пройдет». «Нет», – сказал ежик, – «у меня море будет. Проснусь, а оно шумит. Повернусь сбоку на бок, а оно шевелится». «Значит, у тебя море, а у всех вдевай нитку в иголку и выдергивай. Сам ищи свои корабли». И убежала. А ежик печально такой пошел к дому. Из-за елки вылез медвежонок. «Здорово, ежик!» — крикнул он. «Ты куда идешь?» «Погоди!» — сказал ежик. Вошел в дом, вылил воду в ушат и вышел в осенний лес. «Где мне взять корабли, медвежонок?» – спросил он. «Корабли?» – изумился медвежонок. «Да!» «Где же их взять?» – медвежонок оглянулся. «В лесу-то? Мне нужны корабли!» – вздохнул ежик и пошел. «А зачем они тебе?» – крикнул медвежонок и пошел рядом с ежиком. «Понимаешь?» Ежик посмотрел на медвежонка. «Скучно!» «А ты спать ложись», — сказал медвежонок. «Вот я, например, сейчас лягу, весной проснусь». По лесу с драным сапогом в лапе брел старый волк. «Что это у тебя в лапе, волк?» — спросил ежик. «Сапог», — сказал волк и остановился. «А, зачем?» «Самовар раздую, шишечек сверху покрошу, чайник сварю и...» Волк сладко прижмурился. «Хочешь со мной чайку попить?» «Не могу! Мне корабли нужны!» «Какие корабли?» «Морские», — сказал ежик. «Понимаешь, скоро зима, у меня будет море, а по морю обязательно должны плыть корабли». «Корабли!» — мечтательно проговорил волк. «Держи!» — протянул ежику сапог. Наклонился из щепки и кленового листа сделал кораблик. «Ох!» – охнул ежик. «Настоящий! Но мне еще нужно!» «Ага!» – сказал волк и сделал еще 2 кораблика. «Спасибо тебе, волченька!» – сказал ежик. «Если тебе будет скучно, приходи ко мне. Сядем, будем с тобой смотреть на море, на корабли. Придешь?» «Приду!» – пообещал волк, взял сапог и заковылял дальше. А ежик нашел старый лопух, поставил на него 3 кораблика и, как на подносе, понес к себе в дом. Подул легкий ветер, паруса корабликов надулись, и сперва ежик побежал за лопухом, а потом и опомниться не успел, как полетел. «А-а-а!» – закричал ежик.
Такую картину даже представить себе трудно. Но так все и было на самом деле. Ежик держал перед собой лопух, по лопуху, как по зеленым волнам мчались кораблики, а вслед за этим зеленым морем летел по воздуху ежик. Он даже не испугался. Это он так, для порядка, закричал «А-а-а!», потому что ему не приходилось летать над лесом. Но потом он освоился и запел «Ля-ля, ля-ля-ля!», пел ежик. И тут в небе появилась страшная ворона. Ух, как она каркала! Ух, какие у нее были отвратительные когтистые гнутые лапы и зловещий клюв! «Карр!» — кричала ворона. «Позор! Еж в небе!» Тут переполошился весь лес, а ворона все летала и кричала «Позор! Кто позволил?» И все увидели летящего ежика и тоже замахали лапами и вслед за вороной закричали «Долой! Позор! Кто позволил?» И только волк остановился, поставил сапог в траву и покачал головой. А ежик летел по небу, уцепившись за зеленое море, по которому неслись корабли. Он вжал голову в плечи, но море не выпустил. И правильно сделал, потому что ветер стих, и когда ворона было уже совсем догнала их, ежик со своими кораблями опустился прямо на пороге своего дома. Как только он очутился на земле, ворона отпрянула, крикнула «Карр!» и улетела, каркая, в пустое небо. А ежик поднял корабли и вошел в дом. То, что он увидел, так его обрадовало, что он сразу позабыл пережитый страх. Возле ушата с водой, покачиваясь на солнышке и подставляя легкие головы морскому ветерку, росли две высокие пальмы. И на самой макушке той, что была поближе к прибою, сидел совсем крошечный, но абсолютно живой попугай. «Здорово!» — крикнул попугай. «Пускай корабли!» И сел к ежику на плечо. И ежик с попугаем на плече стал пускать корабли в воду. Теперь это было настоящее море. Шуршали пальмы, по краям ушата золотился песок, и высоко под потолком бежали легкие облака. За окошком стемнело, и давно уже было пора ложиться спать, а ежик все сидел над своим морем под пальмами и не мог оторвать глаз от золотых кораблей. Наконец он встал, разобрал постель, лег, вздохнул и сразу же услышал, как вздохнуло море. И над этим зажглись звездочки, и от ночного ветерка зашелестели пальмы. Ежик смотрел на одинокую звезду за окном, слушал, как шуршит в ушате прибой, и думал, что он уже не один, что теперь в эту холодную вьюжную зиму с ним всегда будет теплое море. Вот такая сказка. А я вам желаю спокойной ночи, приятных снов, дорогие друзья.